Татинском районе проживает более 16 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи – это дети. По словам главного врача поликлиники Сарданы Кононовой, новая поликлиника обеспечит жителей Татинского района комфортом, удобством и оказанием качественной медицинской помощи. Детская служба поликлиники оснащена современным оборудованием, позволяющим провести диагностику и лечение на самом высоком уровне. В новом здании все организовано с учетом новых стандартов. Это и разделение потоков пациентов, это и условия комфортного пребывания, зона ожидания, это и учтены требования для маломобильных пациентов. В поликлинике усилена диагностическая служба, расширен перечень проводимых исследований. Установлены 16-срезовый компьютерный томограф, бронховидеоскоп, видеоколоноскоп, гастроинтестинальный видеоскоп и другое оборудование. Кабинеты врачей офтальмолога, отоларинголога, дерматолога и стоматолога оснащены оборудованием. Лаборатория оснащена передовым оборудованием для проведения различных анализов и исследований. Все службы и отделения районной больницы будут располагаться в одном месте. Здание прекрасное, 4000 квадратных метров, оснащено по самому последнему слову техники. Даже компьютерный томограф здесь есть. Раньше компьютерный томограф был редкостью даже в столичной нашей агломерации якутской, а сейчас это уже появляется благодаря нацпроектам уже и в сельских наших поликлиниках. Татинская поликлиника – один из 14 крупных медицинских объектов в сельских районах республики, которые строятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2026 года. Итаккёльцы. Всем итаккёльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. И в Якутии, и в других регионах Российской Федерации. Будем работать, программа есть, надо ее выполнять. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. За этот период в Якутии введено рекордное количество объектов, включая республиканский перинатальный и республиканский кардиососудистый центры, 2 центральные районные больницы, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретены 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования. Также до конца года введут республиканский онкоцентр. В результате выполнения задач президента по повышению качества и доступной медицинской помощи средняя продолжительность жизни в Якутии в 2023 году превысила 73 года, что выше среднероссийских показателей. Власий Сергеев, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Итыккёль, Татинский улус, Якутск.